очень тесно сотрудничествуем, работаем с Министерством просвещения и Министерством вузов Российской Федерации. Все наши инициативы по укреплению образовательного диалога, образовательной дипломатии, предложенные инициативы кыргызской стороны были поддержаны. 200 учителя прошли стажировку, это как образовательный туризм, именно в Российской Федерации, в Москве. Наверное, среди вас тоже были. И на днях мы отправляем еще 200 представителей внешкольных образовательных организаций. Сегодня мой народ, 87% прекрасно говорят на русском языке. Они дают лучшие показатели, потому что для них созданы прекрасные условия. Все типовые школы, все комплектованы. Согласно Конституции Кыргызской Республики, мы обязаны обеспечить учебниками и учителями. Они дают прекрасные результаты. Поэтому мы абсолютно не обижаем русский язык, поскольку он является официальным языком. Если золотой сертификат получают самые лучшие, успешные выпускники школ, из них 53 русскоязычных. Сегодня 273 директора, руководителя учебных заведений Кыргызской Республики и 20 директоров школ из России. Это именно те встречи, которые делают нас богаче, те встречи, которые делают нас опытнее и дают возможность обменяться тем опытом, который бесценен с точки зрения коммуникации и развития образовательных систем наших стран. Я хотел бы большое спасибо сказать Кабинету министров Кыргызской Республики, Министерству просвещения и вам лично, Гуль Шашиевна, за поддержку сегодняшнего форума. И мне кажется, это очень ценно, что мы вот этот формат развиваем. И я уверен, что и будут следующие форумы, которые будут давать возможность встречаться и обсуждать очень многие вопросы. Форум уже зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам общего и среднего образования. Сегодня в этом зале собрались руководители и представители школ из различных городов и областей Кыргызстана. Это Баткенская, Джалалабадская, Сыкульская, Нарынская, Орская, Таласская, Чуйская области. Всего свыше 300 участников, в том числе и представители частных учебных заведений. Как вы знаете, главы наших государств уделяют особое внимание развитию национальных систем образования, которые сегодня переживают процессы глубокой трансформации. Ведь именно по инициативе двух президентов в 2025 году была создана совместная российско-кыргызская рабочая группа по созданию единого образовательного пространства. Российская Федерация продолжает оказывать Кыргызстану масштабную поддержку в развитии школьного образования. В исполнении решений наших руководителей президенту придется подготовку к строительству 9 современных школ. Их общий охват составит 11 тысяч учеников. Они будут оборудованы необходимой инфраструктурой, мебелью, учебниками. Обучение будет вестись на русском и на кыргызском языках по совместным современным образовательным стандартам с выдачей 2 аттестатов. Сегодня мы с вами находимся в Кыргызско-Российском славянском университете, где тоже обучается свыше 9 тысяч студентов. И находясь в стенах этого здания, не могу не упомянуть проект строительства современного кампуса КРСУ. Ведется активная подготовка к началу реализации этого проекта. И, безусловно, он будет ориентирован в том числе и на выпускников школ, которые сегодня учатся в начальных и средних классах. Вот уже 3-й раз собирается прекрасный форум, как уникальная площадка для обмена опытом, продвижения самых инновационных практик и для взаимодействия. Самое главное, что целью данного форума сейчас является создание в рамках единого образовательного пространства России и Кыргызстана платформы для взаимодействия школ-побратимов Российской Федерации и Кыргызской Республики. Мы благодарим вас за поддержку инициатив ОНО Евразия. Верим в то, что наши учащиеся, наши преподаватели, руководители школ, образовательных организаций готовы создавать будущее.
В среднем профессиональном образовании мы уже в сентябре 2026 года запускаем программу по дошкольному образованию. Это позволит быстрее готовить ребят и быстрее занимать позиции в школах, там, где имеются вакантные места. В дополнительном образовании уже этой весной запустим в пилотном режиме сначала в интересах университета, далее в интересах школ программу профессиональной подготовки педагогов высшей школы для привлечения молодых специалистов, не имеющих педобразования, для работы в качестве профессор-преподавательского состава. Все программы университета актуализированы в соответствии с обновленными стандартами Кыргызской Республики и Российской Федерации. Мы целенаправленно включаем блоки по воспитательной работе, психолого-педагогическому сопровождению, методической и проектной деятельности. Не модули ради галочки, а культуру школы, где предмет, воспитание и методика работают вместе.